Как привить молодому поколению культуру раздельного сбора отходов для дальнейшей переработки? Почему важно озеленение городских участков? Чем могут помочь неравнодушные предприниматели города в экологических дилеммах? Эти и другие вопросы раскрыл экологический проект под названием «Сохраним планету вместе», инициированный молодежным парламентом города. Благодаря победе на республиканском форуме «Ассылташ» и при поддержке местных предпринимателей в высших и среднеспециальных учебных заведениях города были установлены контейнеры для сбора бумажных отходов. По итогам сдачи сырья для вторичной утилизации было собрано более 2 тонн бумаги. На заседании парламентарии поблагодарили руководителей учебных заведений и индивидуальных предпринимателей за содействие в сборе макулатуры. Стоит заметить, что подобный проект в республике реализуется впервые. На сегодняшний день в нашем городе установлены во всех СУЗах и ВУЗе города, а также в МФК Суворове наши эко-контейнеры. Буквально каждую неделю мы их опустошаем, и действительно активность, интерес у тех учреждений вызывает наш экопроект, и они активно поддерживают. Вторым этапом проекта под эгидой молодежного парламента стала высадка более 50 саженцев в сквере молодежи. Выступая с отчетом, Азамат Байрамгулов также уточнил про планы. Те растения, которые в силу внешних факторов не смогли прижиться, будут заменены. Благодарственных писем в этот день удостоились все участники проекта и лица, оказавшие посильную помощь в улучшении экологической обстановки в городе. Как отметили представители молодежного парламента, они не намерены прекращать работу в данном направлении. Проекты бессрочны и будут осваиваться новые пути их развития. Екатерина Марочкина, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.